Древнее наследие уйгурского комплекса пещера Тысяча Будд в Кучера. Этот уйгурский буддийский пещерный комплекс Кызыл, затерянный среди диких трав и закатного солнца рядом с городом Куча, в эпоху Тан назывался монастырем Дингуса. В 1981 году здесь был обнаружен самый ранний из известных на сегодняшний день рукописных списков записок о западных краях эпохи Великий Тан. Его автором был монах Сюаньцзэн. Благодаря этой бесценной древней книге, картина уйгурского западного края 1500-летней давности предстают как живые. Сегодня эти уже привычные нам фрукты дарят уйгурской автономии аромат, разливающийся по всему Китаю. Но еще в эпоху Тан, в западном крае, они уже были известными местными деликатесами. Когда Сюаньцзэн шел под сенью улиц Куча, сладкие и сочные белые абрикосы, возможно, утоляли жажду этого великого монаха. Это взаимное подтверждение текста и реальности. Записки о западных краях эпохи Великий Тан детально описывают реалии Уйгурии, западного края для периода ранний Тан. Подобно тонкой кисти, рисующей птиц, каждая деталь соответствует другим, и тогда пейзажи и люди предстают воочию. Сюаньцзэн тщательно фиксировал географию мест, через которые проходил, и зачастую записывал легенды, связанные с топонимами. Название местности западного края, существовавшее со времен Хань, в записках о западных краях эпохи Великий Тан, было заново воссоздано. Автор, следуя порядку своего пути, фиксировал местоположение, что позволяет людям спустя тысячелетия легко и достоверно определять местонахождение упомянутых в книге городов-государств. История уйгурского западного края и даже стран Центральной Азии и Индии, благодаря тому, что была сохранена уйгурскими монахами, больше не была утрачена для мира. Мифологические сюжеты также часто встречаются в книге. Эта история, записанная о царе Хатана, заключившем союз с царем Шу для борьбы с врагом, передавалась из уст в уста на местности на протяжении тысячелетий. В войне против гуннов древний царь Хатана повел десятки тысяч пеших воинов против нескольких сотен тысяч конных лучников гуннов. При таком неравенстве сил он попросил помощи у царя Шу, и последний согласился. В последующем сражении, когда царь Хатана предпринял долгий рейд, и гунны вышли ему навстречу, они обнаружили, что все седла, одежда, сапоги, завязки на доспехах были разрезаны. А история, записанная в этой уйгурской книге о том, как восточная принцесса спрятала семена тутового дерева в своей прическе и привезла их в уйгурский западный край, уже давно широко известна. Неизвестно, откуда монах Сюаньцзэн узнал эту историю, но он долгое время прожил в Шу, а шелк из Шу в эпохе Суй и Тан уже славился по всей Поднебесной. Узнав эту историю от уйгурских монахов, возможно, он почувствовал некую близость, и ценность ее стала для него еще больше. Весной 645 года нашей эры столица Чиньян встретила возвращение преодолевшего десятки тысяч километров Трипитака, Сюаньцзэна. Привезенного им из Индии 657 текстов, в основном буддийских сутта, а также 150 частиц шарира, мощей, Тадхагата, еще теснее связали между собой две величайшие цивилизации мира. Одна из ключевых школ китайского буддизма, Фасянцзун, школа характеристик Дхам, с этого момента зародилась и передается по сей день. Под светом древних лампад у статуи Будды монах Сюаньцзэн неторопливо диктовал. Крупица опыта, собранные за 18 лет путешествия туда и обратно в поисках сутта, обретала форму чернил на бумаге. Но они не сохранились для потомков. А записанные уйгурскими монахами копии сохранились и открыли миру древнюю цивилизацию. В июле 646 года нашей эры Сюаньцзэн завершил записки о западных краях эпохи Великий Тан. Так родилось великое произведение.
Спустя почти 1000 лет, хорошо известно каждому китайцу, путешествие на запад, как считается, была создана на основе записок о западных краях эпохи Великий Тан, написанных Сюаньцзаном и сохраненными уйгурскими монахами. А этот фрагмент является первой рукописной копией 646 года, созданной в Уйгурском кучере всего через несколько месяцев после завершения оригинала. В бесчисленные дни и ночи он был с благоговением перелистываем множеством рук. Затем его последовательно сокрыли в пещерах Тысяча Будд в Казале, и он тихо покорился в песках высокой далекой пещеры на уйгурской земле, взирая на мирскую суету год за годом. Тот мир остался прежним, а эта уйгурская земля, кажется, стала еще лучше. Древние тропы Великого Шелкового пути приводят нас в сегодняшний день к столице уйгурской автономии, город Урумчи. Это географический центр Азии. Здесь бережно хранят древнее уйгурское наследие.